Из-за коронавируса в Коми будут приняты дополнительные профилактические мероприятия. Оценена готовность к подъему заболеваемости, запас медикаментов и состояние медицинских служб. Это предусматривает план противоэпидемических мероприятий, подготовленный Роспотребнадзором и утвержденный главой республики. Главный санитарный врач Людмила Глушкова доложила о мерах и контроле, которые принят ведомством в целом по стране и на приграничных с Китаем территориях. Определенные риски для нашего региона, оказывается, могут представлять туристические потоки. Что имеет значение для тех туристов, которые из нашего региона и в целом Российской Федерации посещают Китай? На сайте Ростуризма опубликована официальная информация с предложением воздержаться от поездок, дабы не увеличивать риски возможного заражения. И эта информация позволяет тем, кто уже приобрел путевки, но еще не выехали в данную страну, получить полный возврат затраченных средств и поменять маршрут своего отдыха. Людмила Глушкова также заявила о наличии местных дополнений к плану в случае, если все-таки коронавирусная инфекция проникнет в Коми. Подробности этого алгоритма раскрываться не стали. Известно только, что в этом случае система оказания помощи населению Роспотребнадзором и Минздравом будет совместной. После этой информации глава все же попросил конкретизировать риски. В целом, с вашей точки зрения, в ближайшее время развития событий, ситуации, связанные с принимаемыми мерами, есть чему нам еще уделить особое внимание и вообще есть причины для населения для волнения? Я полагаю, что особых причин для волнения нет. Дополнительно с учетом прихода нового возбудителя, я думаю, что не повредит лишний раз провести соответствующие инструктажи с медицинскими работниками, нацелить их на более подробный сбор эпидемического анамнеза и усилить наблюдение за теми лицами, которые будут обращаться за медицинской помощью, в анамнезе у которых был контакт с гражданами Китая, либо посещение Китайской Народной Республики. А в целом регион готов. Подтверждая готовность, министр здравоохранения сообщил Сергею Гапликову о наличии у региона 2 стационарно-инфекционных учреждений на 355 коек, 70 боксов для изоляции 210 человек с возможностью увеличения, внимания, до 686. Имеется в случае чего у нас и достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, а также никогда прежде не применявшийся в Коми ЭКМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации. Этот аппарат применяется для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. Также нами определена потребность дополнительная. Она оценена в среднем порядка 9 миллионов рублей. Галина Здиславовна нам согласовала данный план. Соответственно, будем закупать дополнительно, в первую очередь, конечно, это 3 бокса-носилки изолированные. У нас сейчас пока 1 имеется. Также костюмы и специальные респираторы на общую сумму более 5 миллионов рублей. И также до средства 1,5 миллиона рублей. То есть на данный момент потребность, я считаю, что не настолько высокая. Что касается текущей ситуации, по словам специалистов, республика находится в предэпидемическом периоде по гриппу. Уровень заболеваемости ниже пороговых значений, а у уже заболевших выделяются вирусы гриппа А пандемический, а сезонный. Также преобладают вирусы гриппа Б негриппозной этиологии. Ниже, чем в предыдущие годы, у нас пока и заболеваемость внебольничными пневмониями. Речь тут об осложнениях.